Здравствуйте! Сегодня мы хотим провести онлайн-урок и рассказать вам о празднике, который появился в России всего несколько лет назад. Это Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. Задолго до официального признания в этот день люди чтили память святого Зиновия Синичкина. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. На территории Мордовского заповедника проживает 8 видов синиц. Познакомимся с ними поближе. Большая синица – подвижная вертлявая птица. В Европе самая крупная синица размером примерно с воробья, длиной 13-17 см. Имеет достаточно длинный хвост. У нее довольно яркое оперение. Среди других птиц выделяется прежде всего ярко-желтым брюшком с галстуком, широкой черной полосой от груди до гуски. В гнездовой период населяет леса самых разных типов, чаще всего лиственные и смешанные, где встречается на открытых участках, опушках, вдоль речных долин и по берегам озер. Селится там, где имеется изобилие пустот в деревьях, в дуплах устраивает свое гнездо. Может использовать развешанные человеком готовые домики – синичники. Синица уничтожает большое количество лесных вредителей. В заповеднике обычный оседлый, частично кочующий вид. Встречается по всей территории заповедника. Длиннохвостая синица или ополовник – это небольшая птичка, оперение ее чрезвычайно рыхлое и пушистое, издали она кажется шариком с длинным хвостом, напоминает разливательную ложку, поэтому народное название этой синички так и звучит – ополовник. В ее окраске сочетается белый цвет, черный и розовато-белый. Голова, шея и большая часть нижней стороны тела белые, часть спины, плечевые и отчасти маховые, и рулевые перья черные, кроющие перья хвоста и боков тела розовые. Гнездится в густых зарослях, чаще по берегам рек. У нее очень прочное, красивое гнездо, шарообразной или яйцевидной формы, которое прикрепляется в развилках ветвей и обильно выстилается внутри перьями и шерстью, вьется из мха, лишайников и паутины. Полная кладка состоит из 12 белых яиц с розовато-фиолетовыми пятнышками. Гнездуют большей частью дважды в лето. В заповеднике встречается по всей территории. Следующий вид синицы – хохлатая или гренадерка. Наиболее характерный признак этой синицы, по которому ее легко определить даже на расстоянии, всегда приподнятый черно-белый хохолок на голове. Небольшая подвижная и проворная птица значительно меньше большой синицы. Длина тела гренадерки 11-14 см. Распространена она на большей части Европы, предпочитает высокоствольные сосновые и еловые леса. Реже встречается в смешанных лесах, выбирая там участки с хвойными породами деревьев. В течение всего года гренадерка запасает пищу впрок. Семена хвойных пород деревьев, гусениц и пауков прячет в трещинах коры, наростах лишайников. При этом тайники видны снаружи. Буроголовая гаечка или пухляк. Это небольшая подвижная синица, населяющая зону лесов Европы и Азии, больше тяготеет к хвойному лесу и по этой причине чаще встречается в более северных широтах. Вопреки названию, верх головы и затылок этой синицы матово-черные, а не бурые, при этом шапочка заходит далеко назад на переднюю часть спины. Название пухляк получило за манеру сильно распушать оперение в ненастную погоду. Реже других синиц встречается в местах обитания человека, отдавая предпочтение глухим участкам леса, сплошной тайге и заросшим берегам рек. Однако чаще многих других синиц проявляет любопытство к человеческому присутствию и питается остатками пищи человека. Птичьи кормушки посещает эта птица редко. Гнездится невысоко над землей в дуплах мертвых деревьев или пнях в апреле-мае. Дупла выщипывает сама, либо использует уже готовые вкладки 5-9 белых с красноватыми крапинами яиц. На территории заповедника ведет обычный оседлый, частично кочующий вид. Встречается по всей территории. Московка или малая синица – мелкая вертлявая синица достаточно плотного телосложения и с коротким хвостом, длина тела до 11,5 см.
Голова и затылок у малой синицы черные, щеки грязновато-белые. На горле и верхней части груди заметно большое черное пятно в форме манишки. Верх голубовато-серый с коричневатым оттенком и охристым налетом на боках. Низ грязновато-белый с бурым налетом. Крылья и хвост буровато-серые. На крыльях у московки хорошо заметны две светлые поперечные полоски. На затылке есть небольшое белое пятно, характерный отличительный знак этого вида. Гнездо малая синица обустраивает в старых дуплах, в корнях упавших деревьев, в щелях деревянных домов. Не найдя подходящего дупла, занимает также брошенные норы грызунов. Питается насекомыми и семенами хвойных, иногда лиственных растений. Поедает ягоды можжевельника. Это малочисленный гнездящийся вид, в зимний период встречается по всей территории. Обыкновенная лазоревка – это мелкая синица с коротким тонким клювом и относительно коротким хвостом. Размерами значительно уступает большой синице, однако немного крупнее московки, длина тела 11-12 см. В окрасе эта синица заметно отличается от других видов. Сине-лазоревая шапочка и темно-синие тонкие полоски по обеим сторонам клюва, которые проходят через глаза и далее смыкаются на затылке. Еще одна темно-синяя полоса проходит вокруг шеи, образуя подобие ошейника. Щечки и лоб белые, затылок, крылья и хвост голубовато-синие. Спина, как правило, оливково-зеленая, однако может иметь различные оттенки в зависимости от района обитания. Низ зеленовато-желтый, внизу имеется небольшая темная продольная полоса. В заповеднике это малочисленный, оседлый, частично кочующий вид, встречается по всей территории. Помимо лазоревки обыкновенной встречается еще одна белая лазоревка или по-другому князек. Это небольшая очень подвижная синица с характерным голубовато-белым оперением. Длина ее тела 12-15 см. Эта синица занесена в Красную книгу Мордовии и Российской Федерации. Область распространения включает в себя узкую полосу Центральной Евразии от Белоруссии на восток до побережья Японского моря. Населяет князек пойменные лиственные и смешанные леса с хорошо развитым подлеском, тополиные рощи, заросли кустарников в поймах рек, высокотравные тростниковые болота, густые лесопосадки по краям канав и полей, а также плодовые сады. Питается мелкими насекомыми и пауками, а зимой также ягодами и семенами растений. На территории заповедника очень редкий залетный вид. В природе синицы живут недолго, всего 1-3 года. Немногие из них переживают суровые зимы во время бескормицы. Когда они сыты, они перенесут любой мороз. Начинать кормить лесных птиц нужно в конце октября, начале ноября, а прекращать это делать с наступлением продолжительных оттепелей в конце апреля или начале мая. Синицам разных видов можно предложить семена подсолнечника, тыквы, арбуза и дыни, кусочки сухофруктов, дробленые орехи, грецкий, кедровый или фундук. Они предпочитают лакомиться в морозы несоленым салом или сливочным маслом. Наполняя кормушку, помните, что можно и что нельзя давать птицам. Категорически нельзя им соленые семечки, фисташки, сухарики, печенье. Соль для всех видов птиц – это смертельный яд. Жареные семечки и фундук тоже опасны. Кроме того, не стоит подкармливать ржаным хлебом, а также свежим пшеничным белым хлебом. Под запретом на подкормку также картофель и рис. Чистый крахмал – пища весьма тяжелая для птичьей пищеварительной системы.